Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжим тему Google сервиса. На прошлом занятии мы с вами создали Google аккаунт, посмотрели, как это создается, посмотрели, что такое Google Диск. И у нас на Google Диске была одна папка, а также мы попробовали загрузить картинку с нашего компьютера. Сегодня же мы с вами рассмотрим, что такое Google документ, чем он отличается от Word, какие преимущества у него есть. Google документ это тоже получается ам, текстовый редактор. На нем мы можем создавать документы, как документы Word, и посмотрим, в чем же отличие. Google документ мы можем создавать двумя способами. Первый способ это через Google Диск. Сам диск выглядит вот таким образом, и мы можем создать здесь либо через кнопочку «Создать», а здесь всплывающее меню выходит, и нажимаем на Google документ, либо правая кнопка мышки где-нибудь в любом пустом месте диска, и выходит то же самое меню, и тут же мы можем тоже выбрать Google документ. Вот это был у нас первый способ. Второй способ это мы открываем новую вкладку и находим здесь такое меню с точками, где у нас большой список всех сервисов, которые есть у Google. И здесь находим именно документы. Когда мы его нажимаем, здесь выходит меню документов, да, и здесь мы можем в этом левом меню поменять, да, документы на таблицы, презентации, формы, которые мы посмотрим в последующих занятиях. А теперь мы здесь в документах создаем пустой файл. Нажимаем на этот плюсик, и создается такой же новый документ. А, Но когда мы его создаем, он пустой, и пока мы не внесем туда каких-либо изменений, ничего не будет происходить. И давайте поэтому попробуем что-нибудь напечатать. Напишем слово «документ». Как только мы что-то пишем, что-то меняем, здесь наверху всплывает значок «Сохранено на диске». То есть физически этот документ, он создался, и он появился именно в нашем Google диске. И неважно, каким способом вы создали Google документ, с помощью диска, либо через меню, как я показывала, второй способ, все равно физически этот документ будет храниться на вашем Google диске. Вот он создался, называется он «Новый документ». Чтобы поменять название документа, мы заходим в верхнее левое меню, и здесь предлагает сам автоматически документ назвать тем именем, которое мы набрали вот первый наш текст. Но мы можем это все менять, выделяем и пишем. К примеру, мы хотим здесь хранить рецепты, пусть называются рецепты. Как только мы, обратите внимание, здесь поменяли название документа, заходим в Google Диск, и на самом деле там сразу происходит изменение. Можно просто сделать, перезагрузить диск и увидеть, что название файла уже автоматически само поменялось. В этом большое преимущество Google документов, то, что они сохраняются в реальном времени. Не надо постоянно нажимать кнопочку «Сохранить». Если вы что-то забыли, не сохранились, автоматически это будет происходить. Только нужен доступ к интернету. Вот это первый нюанс, что у нас сохранение происходит через интернет. Давайте мы найдем какой-нибудь рецепт с интернета и попробуем его сохранить на внутри нашего документа, потому что нам нужен текст. Возьмем любой рецепт и возьмем оттуда текстовую часть. Копировать, вставить. Вот, у нас появился такой текст, и мы так же, как и в Word, здесь можем редактировать текст, набирать, оформление менять, шрифт и так далее. То есть все возможности текстового редактора здесь есть. То есть мы можем нумеровать, делать список маркерный,
нумерованный и так далее. Если давайте здесь на примере даже покажу, почему здесь только единички, если это вас смущает, то тут, оказывается, внутри сидит таблица. То есть если мы... Ой, Ctrl-Z. Ctrl-Z, если вы какие-то изменения вам не нравятся, вы случайно что-то нажали, всегда нажимаете Ctrl-Z отменить, либо вот здесь есть в верхнем меню кнопочка. То есть все так же происходит, как и в обычном редакторе. Если вы знакомы с Word, у вас не возникнет никаких сложностей, только надо будет привыкнуть немножко к меню, потому что меню все-таки немножко отличается. Ну, а так в целом то же самое. Видите, вот здесь, оказывается, вот этот рецепт, он имел табличку, поэтому не совсем то, что нам надо. Давайте мы найдем еще какой-нибудь другой сайт, возьмем. Вот, давайте возьмем вот этот текст, копировать. И вот сюда вот мы вставляем. И как только мы это сделали, автоматически все сохранилось. Мы можем, опять-таки, вот здесь просто закрыть вкладку. Ничего не надо сохранять. Все закрываем. Заходим заново через Google Диск на этот документ, и мы видим, что полностью все изменения сохранились. Вот это вот, скажем, преимущество очень важное. У нас документ будет всегда доступен там, где есть интернет. Вы можете сесть на любой другой компьютер вне дома или наоборот, если вы работаете в офисе, прийти домой и всегда иметь ваши документы под рукой, потому что заходите через браузер и редактируете. Это вот первое преимущество Google документов. Второе, очень важное преимущество, это возможность совместной работы. То есть вы можете открыть доступ к другим людям, да, коллегам вашим, например, или вы собираетесь редактировать вместе какой-нибудь документ, в общем, неважно, может, друзья там, тогда вы открываете доступ, и вы сможете одновременно работать над одним документом. Такое, например, невозможно в обычном Word, такое редактирование. Но обратите внимание, что тот человек, с которым вы собираетесь делиться этим доступом, он обязательно должен иметь тоже Google аккаунт. То есть его почта должна заканчиваться через @gmail.com. Если у него, например, почта mail.ru или яндекс.ру, это будет недоступно, то есть они не смогут редактировать этот документ. Это очень важно, очень нужная функция. Особенно она, наверное, нужна тем, кто по работе, например, вынужден постоянно работать над одним и тем же документом. Бывает такое, если через обычный Word открывают, то этот документ становится занят, и уже никто не может его редактировать, вносить изменения. А здесь возможно сразу редактирование несколькими людьми одновременно. Вот таким образом у нас под рукой внутри Google диска, внутри нашего учетного аккаунта есть всегда Google документ. Ну, на этом все. Спасибо за внимание.